Новый год в своей квартире. Солнечный город. Казань. 222 55 00. Так, главнокомандующий военно-морского флота страны с отверткой в руках дает старт строительству «Тайфуна». Это ракетно-артиллерийский корабль проекта 22800. Доверили его Зеленодольску неспроста. Завод уже построил 4 таких фрегата. Это только первый корпус корабля, но уже в готовом виде он будет в длину 65 метров, в ширину 10, а скорость максимальная до 30 узлов, а именно больше 55 километров в час. Водоизмещение 870 тонн. Подтвердил характеристики и показал всю свою огневую мощь корабль в Сирии. Он оснащен высокоточными ракетами. Корабли малого водоизмещения, во-первых, я говорю, они оснащаются высокоточным оружием большой дальности. И, как вы знаете, даже вот при выполнении боевых задач в Сирийской Арабской Республике, они, в общем-то, с задачей своей справились, и задачи можно эти считать стратегического уровня. Сейчас на службе во флоте страны 15 кораблей из Зеленодольска, и это не предел. Портфель заказов у завода до 2023 года. Сейчас идет работа над его пополнением и расширением. В планах и корабли, и ракеты, и пассажирские судна. Изыскиваем возможность получения контракта на проект 21980. Вот сегодня мы об этом проговаривали конкретно с командующим военно-морским флотом. В принципе, нам эти вещи обещали. Мы работаем над проектом 22633, буквы М2. Это примерно такой же малый ракетный корабль, только более большого водоизмещения. Сроки сдачи «Тайфуна» держатся в секрете, но точно известно, что строительство кораблей такого проекта в России рассчитано до 2026 года. Салават Мухаммадуллин, Вадим Илларионов, ТНВ, Зеленодольский район.